эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. МЧС и Министерство обороны России направили в Якутию 4 вертолета Ми-8 по обращению главы республики Айсена Николаева. В Якутске открылись безопасные от коронавируса заведения. Теперь необходимо предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в районах республики. В Якутию направили 4 вертолета Ми-8 на борьбу с лесными пожарами. 2 из них уже прилетели и находятся в Ленске и Алекминске. 2 остальных прилетят сегодня вечером и будут базироваться в Нюрбе и Якутске. Сегодня на территории региона работает воздушное судно Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием «Веер» для искусственного вызывания осадков. Самолет будет работать на территориями Вилюйского, Горного, Хангаласского и Усть-Майского районов. Сегодня его просят направить на тушение пожара рядом с селом Мегиналдан в Тампонском районе. Там вчера провели встречный отжиг для защиты федеральной дороги Колыма. По пожару рядом с селом Берие Усть-Алданского улуса внесли заявку на направление вертолета с водосбрасывающим устройством. Перейдем к эпидобстановке в регионе. 99 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. В Якутске 51 заболевший, в Алданском и Ленском районах по 5, в Верхневилюйском, Мирнинском и Нерюнгринском районах по 4 инфицированных, в Жиганском, Усть-Алданском и Хангаласском районах по 3, в Амгинском, Вилюйском, Мегинкангаласском, Усть-Майском, Чурапчинском и Эвено-Батантайском районах по 2 случая заболевания. В Верхнеколымском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском и Татинском районах по 1. За сутки лабораториями республики проведено 1372 исследования. Всего в республику поступило 268 037 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили 216 127 человек, вторую – 176 348 человек. Использовано более 80% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Необходимо обратить внимание на то, что в случае, если на тесте оказывается соответствующий штамм неизвестного характера, то, соответственно, мы направляем его в лабораторию Новосибирска «Вектор» для определения вида штамма. Сегодня на территории республики циркулирует ряд различных видов иностранных штаммов. К сожалению, за неделю увеличилось количество по сравнению с прошлой неделей, как количество тяжелых больных, так и летальных случаев на территории нашей республики. Посещать административные здания государственной власти в столице республики с 5 июля могут только вакцинированные против коронавируса лица. Об этом также сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Также допускаются граждане, имеющие медотвод, получившие первый компонент вакцины и при наличии отрицательного ПЦР-теста, срок которого не более 3 суток. Также в столице региона с этой недели начали работать первые ковид-фри-зоны в местах общепита. Так, по словам специалистов Министерства предпринимательства Якутии, первые такие зоны открыли ночные заведения. Отныне вход к ним только по QR-коду или по отрицательному ПЦР-тесту. Напомним, переход на новую систему работы сегодня является выборочным. Каждый предприниматель сам выбирает, как им работать – с ограничением или без. Если же они выбирают работу по системе ковид-фри, то в этом случае с них снимаются все ограничения – социальная дистанция, маски и время ограничения по времени. QR-код на самом деле очень просто. У любого гражданина или собственника помещения, у кого есть смартфон с наличием фотокамеры, можно путем наведения, например, фотокамеры на этот QR-код получить ссылку на портал госуслуг, где будет описано, что этот сертификат действительный. Я вот специальный пример привожу. Здесь личных персональных данных гражданина полностью не раскрывается. Присутствует только первая буква фамилии, первая буква имени, первая буква отчества. Ну и первые 2 цифры серии паспорта и последние 3 цифры этого паспорта. В данном случае полная достоверность персональных данных соблюдается в полном объеме.
Перейдем к другим темам. Алданский филиал «Теплоэнергосервис» продолжает подготовку своих объектов к новому отопительному сезону. По заявлению специалистов, планы ремонтной программы выполнены наполовину, рассказывает Руслан Павлов. Лето – жаркая пора для коммунальщиков. За 3 месяца нужно основательно подготовиться к новому отопительному сезону. Теплоцентраль «Центральная» в Алдане самая большая в городе. В прошлую зиму здесь допустили несколько сбоев, поэтому к ней особое внимание специалистов. Да, остановки были там по дробилке. Кстати, дробилки перебраны полностью на 100%. Ремонт уже закончен, дроп корпуса, заменены подшипники. Промытый, все отрегулировано, отрепетировано, то есть дроп-корпус готов полностью к эксплуатации. Заменена сейчас уже почти заканчивается замена запорной арматуры полностью. Да, там, осталось там несколько штук 5 задвижечек заменить, и все, и будет запорка заменена. Но ждем поступления в бригаду, которая приедет с Неринга, профессионалов на обмуровку котлов. В целом специалисты объявляют 50% готовность всех объектов, находящихся в ведении теплоэнергосервиса. В небольших населенных пунктах котельные полностью готовы к подаче тепла. В боевую готовность практически уже приведены несколько котельных. В частности, котельная Лебединого полностью готова, хоть сейчас запускай, полностью готова к эксплуатации в предстоящий отопительный период. То есть проведена ревизия тепломеханического оборудования, заменены подшипники на электродвигателях, на поддувах, на дымососах. Пополняются и запасы угля. Он есть и на складах, и на площадках котельных. Ведутся работы по замене трубопроводов и теплотрасс. С углем у нас, проблем, в принципе, уже несколько лет нет. Завоз постоянный, регулярный, с большим запасом. Вот как и видно, отопительный сезон подошел к концу, но завоз производится. То есть в целом у нас по углю в последнее время ситуация, в принципе, хорошая. По ремонтной программе планируем освоить 40 миллионов рублей и 20 миллионов по инвестиционной программе. Так что работы ведутся, и к началу отопительного периода все сети и тепловые источники будут готовы. В новом отопительном сезоне теплоэнергосервис увеличит нагрузку на объектах ТВС. Состоятся подключения к теплоснабжению нескольких новых объектов. Это жилые дома и спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик». Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Республиканская ярмарка учебных мест и профессий «Профориентация-2021» проходит сегодня в Якутске на площади Орджоникидзе. В этом году в мероприятии задействованы около 40 участников. Из них 40% – это вузы, а остальные – колледжи и техникумы республики. На ярмарке присутствуют представители учебных заведений из Якутии, Дальнего Востока и даже представители Чанчунского университета из Китая. Мероприятие продлится до 19 часов. Абитуриенты смогут встретиться с представителями приемных комиссий и задать свои вопросы. Сюда же, на эту ярмарку, организаторы привлекают не только образовательные организации, то есть это организации, которые занимаются выпуском учебной литературы, это центр психологической консультации, это центр профориентации, например, Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Теперь с этого года это центр опережающей профессиональной подготовки. Ну и многие другие организации и люди, которые могут быть полезными не только в выборе профессии, но и как вот мы сейчас прекрасно понимаем, что мало определиться с профессией, очень важно определиться, какое место ты в этой профессии будешь занимать. То есть мы ориентируем наших ребят на то, что они будут успешными в своей профессиональной деятельности. Ну и коротко о погоде в регионе. В ближайшие сутки ожидается снижение температуры, небольшие дожди по центральной части республики и в заречных районах. Однако точно спрогнозировать интенсивность осадков синоптики не могут в связи с большим задымлением районов. 9 июля ожидается выход циклона с запада. Температура в июле ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Однако уже во второй половине месяца прогнозируются осадки чуть больше нормы. А тем временем предельно допустимая концентрация дыма в столице республики превысила более 1 отметки. Ночью в Якутске прошел фронт, выпал небольшой дождь, совсем небольшой по количеству. По крайней мере, асфальт смочил. Поэтому перед фронтом обычно всегда так бывает, что это самая большая концентрация, и потом прошел фронт, сменилось направление ветра, и немного у нас улучшилась видимость и состояние атмосферы.
К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.